эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нергуяна Иванова. Стало известно, в каких регионах России самая доступная электроэнергия. Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Меньше всего жители Республики Калмыкия. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России РИА Новости рассчитала количество киловатт-часов, которые могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных субъектов Российской Федерации во втором полугодии 2019 года. Так, средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более 4 рублей за киловатт в час. В первой десятке рейтинга есть 3 региона, где цена электроэнергии выше среднероссийской, но при этом она остается доступной для населения из-за высоких зарплат. Пенсионный фонд России предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. В частности, предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей. Родители школьников стали меньше тратить на детскую одежду и больше на книги. Согласно исследованию банка «Русский стандарт», средняя сумма одной покупки по карте в магазинах детской одежды составила в августе 2842 рубля. Средний чек родителей школьников в магазинах детской одежды в августе снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом траты на книги выросли с 1000 рублей до 1120 рублей. Также снизилась сумма покупок в магазинах офисных, школьных и канцелярских принадлежностей, где средний чек составлял 565 рублей в августе 2018 года против 514 рублей в августе этого года. Якутия представит на 5-м Восточном экономическом форуме ряд проектов по развитию столицы региона. Речь идет о привлечении инвестиций на строительство коммунальных объектов, которые будут способствовать модернизации новых кварталов Якутска, а также мусорного полигона с переработкой отходов. Всего 4 проекта. На форуме якутская сторона планирует подписать соглашение с компанией «Террикон», которая занимается переработкой отходов в Московской области. Кроме того, с помощью сторонних финансовых средств планируется построить на территории города котельные с укладкой новых сетей, а также канализационный коллектор и водоузел. В целом, Якутия в этом году сконцентрирует внимание на инициативах по повышению качества жизни населения. В рамках ВЭФ будут продвигаться идеи обеспечения транспортной доступности, строительства Ленского моста, привлечения инвесторов в развитие социальных объектов и инфраструктуры. Ожидается подписание соглашения о строительстве поликлиники на 600 мест в городе Якутске и 2 крупных объектов культуры. Еще одно соглашение касается прокладки Волс «Удачный оленек», Якутск, Уснера, Магадан и ряд других. Архитектурное бюро Эдуарда Асадова разработает концепцию туристского кластера на полюсе холода в селе Аймекон. В рамках разработки мастер-плана села предполагается создание новых общественных пространств, строительство городских объектов для жителей и туристов, в том числе многофункционального комплекса с гостиницей, рестораном, музеем и тематическим парком и набережной с деревянными настилами, теплыми павильонами и смотровыми площадками. К 2021 году планируется найти инвесторов и уже в 2022-2023 годы начать строительство первой из 3 очередей. Общая стоимость проекта на сегодня составляет чуть менее 1 миллиарда рублей. В качестве источника финансирования планируется привлечь внешних инвесторов с долей собственных средств 30%. Это были все экономические новости к этому часу.